Сегодняшняя лекция, она очень актуальна в свете последних событий. Буквально прошло немного после того, как всего недели, изобилие очень много все, что происходит, оказывается. Это также один из признаков кияма, да? Быстрота, скоротечность времени. И в первую очередь, до того, как начать вопросы, касаемые отношения мусульманина к своему обществу, хочу сразу сказать, что вера и иман, да, наша вера, она предполагает, конечно, искренность, богобоязненность, проявление именно, которое проявляется именно в трудные минуты, именно во времена, как бы сказать, кризисов, во времена испытаний, когда идут сильные потрясения, испытания, тогда наша вера реально, она проявляется. То есть, когда верующий, как бы, можно сказать, выходит из своего так называемой зоны комфорта, да, и попадает в экстремальную ситуацию или в экстремальные условия. И поэтому любое общество, оно, помимо того, что каждый человек испытывает, его испытывает Аллах, также и есть общество, которое испытывает Аллах. Да? Вот. Есть в истории, это всегда будет. И когда общество попадает в определенную экстремальную ситуацию, то там проявляется сам человек, само общество, что общее общество может иметь свою культуру, свой характер, свою, как бы сказать, уровень веры, да, имана. И здесь, конечно, проявляются самые основные качества, которые есть у человека, да, в целом. Поэтому вера, она, конечно, не на языке. Наша вера, она в первую очередь должна быть в сердце и отражаться в делах, в поступках. И в Коране Аллах Субхану ва Тааля, обращаясь к верующим, говорит: وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. То есть переводится как: и мы будем испытывать вас. Вот это слово само на арабском языке وَلِنَبْلُوَنَّكُمْ, оно имеет настоящее время и продолжительность, постоянный смысл. Да? То есть Аллах Та'ала будет не один раз, а постоянно испытывать, продолжающийся, это фи'аль, да? Глагол постоянного действия. Мы постоянно будем испытывать чем? В потере, в страхе, страхом, испытывать вас страхом, голодом, потерей имущества, а также близких родственников, людей, близких вам, и также потерей самарат, это как бы продукты, да, потери в сельском хозяйстве, да, وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ, и обрадуй тех, кто проявлял терпение, когда проходят эти испытания. الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمُ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. И обрадуй тех, которые проявляли терпение, даже несмотря на тяжелые испытания, и которые, когда их касается беда, испытание, трудность, да, вот, они в это время говорят: поистине мы от Аллаха и к Нему наше возвращение. Вот это очень важно знать. Почему? Потому что до того, как описывать вообще полностью ситуацию, мы должны знать, во-первых, то, что общество, как и сам человек, так же и все общества иногда проходят испытания. Да? То есть испытания на веру, на сколько человек и общество будут оставаться, проявлять милосердие, благоразумие, милость друг к другу даже, да? Вот. И следующее, вот, верующий как испытание, если мы говорим, то в Коране Аллах Субхану ва Тааля, обращаясь к верующим, говорит: «Ахасибан насу ан ятруку ан якулу аманна ва хум ла юфтанун». А разве, неужели люди
полагают, что их оставят, что Аллах Та'ала оставит их без испытаний, без трудностей, только за то, что они говорят, что мы уверовали. Понимаете? То есть испытания и трудности проходят в том числе и мусульмане, и исламская умма вся. Так же, как и не мусульмане. И испытание, в нем есть мудрость. Аллах Субхану ва Тааля заложил в том, что когда мы проходим испытания, то есть случается, вы знаете, вот мы сегодня видим, например, Афганистан, где идет братоубийственная война, шла, да? До сих пор эта война продолжается, но между кем и кем? Между мусульманами. До этого Сирия, да? До этого Йемен. То есть многие мусульманские страны, да? Где есть внутри проблемы. Социальная, несправедливость, политическая, социальная, все они проходят какие-то испытания общества, да? Духовная деградация многих. То есть все они проходят общество, все общества проходят испытания, но в этих испытаниях заложена мудрость Аллаха Субхану ва Тааля. То есть для кого-то это испытание, из которого они выйдут с исправленными, да? То есть дается шанс исправиться, подумать, изменить сами себя. А для кого-то подобные испытания есть как наказание. То, что приготовили их руки. Потому что если мы заметим, все войны начинаются не Аллах Та'ала с небес посылает войну, а от нас самих, от людей. То есть мы сами себе делаем несправедливость. И поэтому мудрость, возможность исправиться, исправить себя, то есть, возможно, попробовать проявить милосердие, попробовать понять, в чем причина, да, почему Аллах Та'ала испытывает нас, эти общества, да? То есть нашими же руками. Вот. То есть выдержку, также это испытание на терпение, насколько мы сможем быть терпеливы, насколько мы сможем проявлять даже в тяжелых, экстремальных ситуациях, условиях, проявлять друг другу человеческую помощь, человеческую доброту. Вот. То есть испытание, она, как я говорил, уже может быть и как наказание, и как милость. Для мусульман это благо, такое испытание. Для тех, кто творит зло и нечестие на земле, то для них это наказание идет. Да? Вот. И в любом случае у каждого, и у мусульман, и у тех, кто неверующий, у всех есть шанс через трудности, через испытания, через катастрофы приблизиться к Аллаху Субхану ва Тааля, уверовать, приблизиться и самое главное сделать очищение, принести таубу полностью, да? Вот. То есть здесь я бы сказал, что мусульмане, они сегодня мы проходим большие испытания, и эти испытания связаны со внешними и внутренними факторами. Внутренний фактор, вы сами знаете, что во многих обществах сегодняшних мусульманских, если посмотреть в целом, очень много скопилось несправедливости. Это социальная, есть политическая, есть экономическая, финансовая несправедливость. Есть очень большой разрыв между богатыми и очень бедными. Да? Есть большая коррупция во всех наших странах в целом. Да? То есть это разделение на такие понятия, как элиты, да, которые разворовывают государство целое. Вот. Во многих мусульманских странах это сильнейшая проблема сегодня. Да. Это внутренний фактор. Плюс сюда еще можно сказать падение уровня образования, культуры в целом. Да. То есть вот этот вот кризис сильнейший, он как бы замкнутый круг. То есть получается сильнейшая несправедливость, которая может толкать человека на различные протестные либо радикальные шаги даже. Да? Вот. И плюс к этому, если внешний фактор мы говорим, то внешний фактор, вы сами понимаете, никогда не бывает то, что мы видим, какой-то, вот, как бы сказать, если есть пороховая бочка, но искру туда подносит обычно определенные силы. Или бывает беда в народе, да, в обществе, противоречия какие-то, раскол идет, да, но выигрывают от этого определенные только кучка лиц.
А мы, простой народ, и целое даже государство бывает, является всего лишь инструментом. Это реально так. Потому что от внутренних конфликтов сам народ получает только зло и разруху. Страна целая может погрузиться в хаос, в разруху, в бедность. От этого выигрывают определенные силы. И не секрет, что Центральная Азия, наши страны сейчас находятся в новых условиях, в новых геополитических условиях. На фоне, вы сами понимаете, идет глобальное столкновение между большими игроками, да, глобальными игроками. И мы здесь должны понимать, каждый мусульманин должен обязательно быть грамотным, обязательно быть в меру грамотным, чтобы не стать инструментом, чтобы понимать, какие идут процессы. Потому что процессы вокруг Кыргызстана, в Центральной Азии идут очень серьезные. По сути дела, надвигаются большие черные тучи над регионом. И тому пример то, что вот происходит в соседних странах, в том числе и в Казахстане. Да, вот. То есть мы не знаем, как судить. Мы не знаем, что там происходит на самом деле. То есть очень много непонятного, очень много смуты. Да? И то же самое это может прийти в любую из стран, наших стран. И поэтому здесь такой момент, каждый мусульманин и важность мусульманина, проявление его не только в намазе, в урузо, а также отношения со своим обществом. В первую очередь это отношение к соседям, потому что от этого формируется уже отношение к что дальше соседа, что может быть. Это уже все общество. Но помимо ваших родственников, семьи, самый близкий к вам, не родственник, является сосед. И ислам побуждает именно оказывать благодеяние, добро своему соседу, тот, кто близко. И понятие «сосед» в исламе, оно означает не только в прямом смысле самая ближайшая дверь от вашего дома, но и в понятии целой страны. Например, для вас сосед является кто-то такой-то, такой-то. А для всего общества и для всего кыргызского народа, кыргызстанцев, соседями являются, и мы перечисляем страны. И Аллах Субхану ва Тааля обязал нас относиться к соседям по-соседски. То есть с хорошим намерением, проявлять благодеяние. В первую очередь с нас будет спрошено, с каждого человека, об его отношении к соседу и со всего общества, со всего тех, кто принимает даже политические решения. Да? Спрошено будет о соседях, народа, с кем мы живем рядом. Вот. И поэтому наш пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, последняя у него была хутба, да, последняя проповедь, он заповедовал и дал васия, то есть как бы завещание. И одно из завещаний, помимо хорошо относиться к женщинам, также усейкум бильджари. Усейкум бильджари означает наказываю вам, хорошо относитесь к соседям. Это очень важный момент. А также, и мы если смотрим на другие хадисы, их очень много, которые касаются соседства, понятия сосед. Один из них, «Каля Расулуллахи саллаллаху алейхи вассалям, ман кана ю'мину билляхи ва йоумил ахири, фаля ю'ви джараху». Тот, кто уверовал в Аллаха, а также в судный день, а мы здесь все сидящие уверовали в Аллаха и в судный день, конец света. Фаля ю'ви джараху, пусть не причиняют вред, зло своим соседям и своему соседу, тот, кто уверовал. Другой хадис. Ля ю'мину ахадукум хатта юхиббу ли ахихи ма юхиббу ли нафсихи. Не уверует из вас ни один до тех пор, пока не будет желать своему близкому, брату своему, того, что желает себе. В другом хадисе тот же самый смысл, но только вместо
Ахихи ставит, есть слово лиджарихи. Не уверует из вас ни один, пока не будет желать своему соседу того, что желает себе. Сосед – это не то понятие, когда мы иногда неправильно понимаем, что это просто живущий рядом на соседней площадке человек. Да? Это в большей степени. По смыслу это означает тот, кто ближе к вам после ваших родных, ближе по месту проживания. Потому что тот, кто, любой человек, с кем мы вот сейчас встречаемся, мы можем встречаться один раз в день, можем один раз в год, можем на улице просто пересечься друг с другом. И то у каждого есть право на салам. То есть друг друга, когда мы видим, даже в лифте, да, мы должны говорить салам алейкум незнакомым. А сосед, у него больше прав, потому что он не просто пересекается с нами иногда в жизни, а потому что его жизнь протекает совместно рядом. И Аллах создал нас людьми, не животными, людьми в понятие социума. То есть мы социальные, да? Мы социально должны быть, да? Как бы сказать, активны. То есть человек не может жить вне общества. Мы не можем, каждый из нас, жить всю жизнь отдельно от людей. Мы так созданы быть с кем-то рядом, да? Соседствовать. И поэтому понятие «сосед», оно включает в себя очень глубокий смысл на самом деле, как испытание. Вот. А также есть хадис, где наш пророк Мухаммад саллаллаху алейхи вассалям сказал: «Ма амана би ман бата шаба'ан ва джаруху джа'ун иля джанбихи ва хуа я'лам». То есть не уверовал в меня тот, кто лег спать сытым, в то время как его сосед лежит рядом с ним, через стенку, да, через дом, он засыпает голодным, и вы знаете об этом, что у вас сосед голодный, и вы спокойно, сытно ложитесь дальше спать. Понимаете, да? Другой хадис, где наш пророк Мухаммад саллаллаху алейхи вассалям сказал: «Ляйса му'мин аллади яшбау ва джаруху джаи». То есть не уверовал из вас никто, ни один, кто ложится спать сытым, а его сосед голодным. Это очень важный момент, да? Потому что сосед, понятие, да, это тот, которым будет свидетельствовать в судный день против человека, который не помогал ему. Понимаете? Не кто-то издалека, а помимо родных свидетельствовать на вас или за вас будет сосед ваш в судный день. Это право данное, да? Вот. И, допустим, как относиться к соседям вообще? Потому что соседи бывают разные. Допустим, в нашем обществе бывает сосед верующий, сосед атеист, сосед, допустим, принадлежит к другой религии, да? Христианин, иудей, буддист, допустим, да? Такие же есть много. То есть в наших странах это естественно. И некоторые не здороваются с соседями, ссылаясь на их неверу. Некоторые поступают лучше и переспрашивают, можно ли здороваться с соседом, который не мусульманин. И мы берем хадис нашего пророка, а именно берем его поведение. И аят Курана. Хадис. Именно проявление добра, благожелательности к соседу, даже если он не мусульманин. На это основывается пример. Абдулла ибн Амр, радиаллаху анху, когда он принес жертвоприношение в его доме, то он спросил слугу своего: отдал ли ты часть мяса, угостил ли ты частью мяса моего соседа иудея? И он 2 раза спросил.
слугу. Отдал это мясо нашему соседу иудею. И потом сказал: я сам слышал, как наш пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Ма заля Джибриилю юсини бильджар». И Джабраил, алейхиссалям, архангел, не переставал мне говорить васия, напоминания, завещания о соседе, да? До тех пор, пока я не подумал даже, что он сделает соседа наследником имущества моего. Да? Настолько важная роль соседа. И поэтому благодарить людей — это хорошо. Да? Это одна из бабу дава, то есть это из дверей призыва своим поведением, мягкостью. Когда вы соседей спрашиваете здоровье соседа, здороваетесь и так далее, вы желаете что-то, угощаете чем-то. И это даже наоборот призыв, да, призыв к вере. Ведь наша вера мы призываем не только языком, а своим поведением, честностью, порядочностью. Человека нельзя обмануть. Если человек говорит словом, но при этом ведет его поведение полностью не соответствует исламу, он говорит «Альхамдулилля», но обманывает. Говорит «Субханаллах», но занимает деньги и не возвращает. Это все равно видно. А лучше тогда, когда ваши слова соответствуют вашим делам. И это лучший пример, намного лучше, чем просто слова. И поэтому ваше поведение искреннее именно, поведение в отношении соседей. Какой бы национальности, какой религии бы они ни были, или неверующие даже, это и есть призыв. И поэтому наш пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Ля яшкуруллаха ман ля яшкуру наса». То есть тот, кто не благодарит людей, значит не благодарит Аллах субхану ва тааля. То есть наша благодарность Аллаху субхану ва тааля проходит через людей. Так же, как и Аллах субхану ва тааля в Коране говорит, что не доходит до меня ваше жертвоприношение, вернее, не доходит для меня кровь и мясо вашего жертвоприношения, но поистине доходит до меня ваша богобоязненность. Понятно, да? Аллах не нуждается ни в чем и ни в ком. И поэтому сосед — это, как я уже сказал, понятие не одного человека, а также общества или стран, да, рядом находящихся. Вот. Почему мы говорим об этом? Потому что то, что происходит вокруг нас в регионе, допустим, да, оно не должно просто так оставаться, оно также касается нас, наших сердец, нас самих, да, всех мусульман. Потому что первое — это мусульмане, второе — это наши братья по вере, второе — то, что они наши соседи. Более того, они близкие к нам, да, по родственным связям. То есть поэтому кто же сосед? Сосед, еще раз говорю, географически это тот, кто ближе к вам. Да? То есть на это указывается хадис, переданный от Айши, радиаллаху анха, которая спросила, кому мне давать подарок, да, кому дарить. На что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: тот, чья дверь ближе к тебе. Да? То есть с этого начинать. Так же, как и начинается садака. Когда мы кидаем садака начинается так же, как мы кидаем камень в воду, и от камня исходят круги. Также начинается помощь кому, кто имеет право на садака. То же самое сосед, тот ближайший право имеет, кто географически, физически ближе к нам, каждому. То есть ислам, он предписывает каждому верующему мусульманину быть наилучшим соседом. И отличительные качества в исламе, именно мусульманин должен быть наилучшим соседом, согласно на основе указания хадиса, где наш пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Хайру
ли асхаби инда Аллахи хайрухум, ва ли сахибихи ва хайру джари инда Аллахи хайрухум ли джарихи. То есть лучшим товарищем перед Аллахом является тот, кто лучший для своего товарища. А также лучшим перед соседом, перед Аллахом, является тот, кто будет лучше для своего соседа. И есть такое понятие, конечно, и плохой сосед. То есть это в реальности так, и это, к сожалению, показывает уровень деградации, духовной деградации общества. Наше измерение проходит, можно сказать, по отношениям в семье с родственниками и по соседям. Если раньше между нами не было заборов, мы не ставили везде на окна решетки, не ставили 2 или 3 железных дверей. Можете спросить у своих, если не родителей, то, наверное, те, кто уже в возрасте люди, которые являются свидетелями того, что даже в голодное время, после войны, Второй мировой войны, было голодное время для Кыргызстана, и у людей дома были без замков. Калитки дверей открывались без замков. Может, вы помните, раньше заборы были такие небольшие, были прозрачные, да? Ну, это, конечно, не совсем, может, по исламу, но я в целом говорю в том плане, что люди доверяли друг другу. Сосед доверял соседу. И мы живем в исламском, мусульманском обществе сегодня, правильно? Большинство мусульман. Но кто из вас знает своих соседей в современном городе? Кто из вас может пойти к соседу и попросить до зарплаты деньги? Кто из вас может пойти к соседу и занять лук или картошку или соль попросить? Никто. А я являюсь свидетелем также, и те, кто, может, из вас постарше, свидетели, когда был Советский Союз, это времена куфра, неверия, атеизма. Но когда вы могли к соседу пойти и занять посуду, занять деньги, когда вы знали всех в доме, не только в подъезде, когда вы здоровались друг с другом. Сейчас мусульмане большинство, но когда мы заходим в лифт, мы не здороваемся с соседями иногда. Иногда мы просто отворачиваемся, и как будто друг друга не замечаем, стоим, молчим. Это есть правда. Понимаете? И поэтому, конечно, если портится человек, постепенно портится все общество. Когда портится общество, по этому мы можем говорить, да, по отношениям к соседям. Если мы относимся хорошо к соседям, конечно, есть и соседи, которые не совсем относятся к нам хорошо. Есть, конечно, плохой сосед, и плохой сосед – это тот, кто лишается благословения Аллаха Субхану ва Тааля. То есть у него не будет барака. Потому что есть хадис, где наш пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Ла ядхулю джанна ман ла яману джараху». Да? То есть не войдет в рай тот сосед, который не находится в безопасности от его зла. Есть соседи, с которыми никто не хочет жить рядом. Никто не хочет быть по соседству. Такие люди есть, которые могут творить зло и пакости, проблемы для своих других соседей. Такие тоже есть. Есть хадис, где наш пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Кам мин джарин мутаалликин биджарихи йом аль-киямати, якулю, я рабби, хада аглака баба гудуни, фаман'a ма'руфа». Сколько много есть таких соседей, да, завистливых,
именно зависимых от соседа в судный день. То есть наш пророк говорит, сколько много будет соседей, которые будут зависеть от другого соседа и были зависимы от другого соседа и будут свидетельствовать в судный день, говоря: «Я Рабби, о Господи мой, этот, показывая на своего соседа, закрыл передо мною дверь и отказал мне, когда мне было трудно и когда я нуждался». Еще раз говорю о том, что бывают случаи, когда к нам очень плохо относятся соседи, но должны ли мы также относиться к нему таким же образом? И это не только такие соседи, бывают соседи и для обществ, да? Я имею в виду, что мы прошли тяжелые времена, испытания. Помните? Тяжелые времена, когда перед нами закрывали двери. Была трудность с поставками, да? Продовольствия и так далее. Но именно здесь должно проявляться благородство. Если даже нам кому-то закрывали двери, мы не должны закрывать, чтобы потом на нас не свидетельствовали в судный день. Мы должны быть мусульманами, потому что мы братья мусульмане. Да? То есть мы народу, мы не виноваты. Да? И поэтому должно быть братство, помощь друг другу. Если даже тот, кто закрывает перед вами дверь, сосед, да, то с исламом запрещается ему отвечать подобным образом. Мстить, либо припоминать. Потому что пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, заповедовал нам, всем мусульманам, быть вместе. Потому что мы братья. Потому что в судный день будет спрошено о каждом отношении, да, друг к другу. И мы должны быть едины и именно быть солидарны. Наш пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, сказал о верующих, да, мусульман, всех: «Аль-му'мину ли-му'мин каль-буньяни марсусун яшудду ба'духу ба'да». Верующие, там не сказано по национальности или по странам, просто верующие мусульмане в любой стране. А права на нас имеют самые близкие к нам наши соседи. Понятно? Верующие друг с другом как одно строение, каждая часть которого укрепляет друг друга. То есть вся умма мусульман, все мусульмане, оно как одно строение, и мы состоим из разных частей, которые укрепляют друг друга, поддерживают друг друга, да? Также и братья, и соседи, да? Должны, я бы сказал, не просто, если где-то что-то случается, мы должны как минимум сопереживать. Как минимум сопереживать, то есть у нас должно быть все-таки сердце, да, болеть друг за друга. То есть какая ситуация, допустим, у соседей, трудно ли им, да, делать дуа. То есть в своей любви и милосердии, согласно хадису нашего пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, верующие подобны одному телу. Да? Если, допустим, одна из частей тела заболит или температура, да, то вся основная часть тела, она чувствует и отзывается такой же болью. То есть камасалил джасади вахиди, то есть как одно тело, да? Ида иштака минху удвун тадая лаху саирул джасад. То есть если хоть одна часть заболела, то остальная часть тоже она отвечает такой же болью, она чувствует. Да? То есть все мусульмане мы как одно тело должны быть. И поэтому, конечно, здесь хотел бы такую ремарку сделать. Некоторые спрашивают, вот то, что случилось там, да, в целом. Я так скажу, Аллах Та'ала испытывает нас, мусульман. Даже если мы называемся просто мусульмане на языке. Потому что му'мин, уверовавший, он не будет делать то, что было там
таких ситуациях, даже у нас, да, в Кыргызстане, я имею в виду заниматься грабежами, да, мародерством, потому что верующий мусульман ему не подходит, он не будет никогда этим заниматься. Идут на это те, кто, естественно, далек от ислама, в состоянии алкогольного напьянения и так далее, да, вот. Почему? Потому что это есть нарушение. Верующий мусульманин знает, верующий мусульманин, уверовавший, знает, да, что мусульманам, верующим, каждому мусульманину, запрещено посягательство на жизнь, честь, достоинство, имущество чужого, другого человека, другого лица. Запрещается, харам. Является запретным. И поэтому мы должны все понимать, что все, что, вот, то, что происходит сегодня в мире в целом, это не связано с исламом или с верой. Это просто определенные лица действительно, да, подогретые, может быть, направленные, да, сами понимаете, далекие от ислама делают. Поэтому хочу сразу сказать, что мы, конечно, должны еще в этой ситуации, ну как сделать, да? Мы не должны просто наблюдать, самое минимум, самое лучшее, конечно, лучшее сейчас это дуа. Делать дуа за наших братьев и сестер, за весь народ. Даже если за нас никто не делал дуа, то мы должны делать дуа за всех. Даже с кем мы когда-то имели конфликты или не имели конфликты, да? Потому что они братья, сестры. Простой народ – это совсем другое. Простой народ, и мы наш простой народ, да? Братья и сестры. Бывает, некоторые говорят, можно собрать одеждой, питанием, деньгами, там, да, и так далее. Ну, это каждый как хочет. Я думаю, что, конечно, лучше дуа, хорошая молитва за мир, стабильность, самое главное, стабильность и слова поддержки. Потому что самое главное для нас сегодня – это сохранять единство, держать единство между нами, внутри общества, каждое общество внутри. Потому что есть очень большие вызовы, очень большие риски, очень большие, я бы сказал, испытания мы проходим. И эти испытания связаны также с эсхатологией. То, что нам предписано Всевышним Аллахом и передано через посланника, последнего пророка, посланника Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, в его хадисах описание приближения признаков, больших признаков приближения часа именно, да? То есть эсхатология – это то, что случится в будущем, что связано с появлением Даджала, ла'аналлахи алейхи, антихриста, с появлением большой фитны, да? Все, что сейчас происходит, мы являемся свидетелями начала. Это все есть. И поэтому что мы можем? Самое главное – сохранять единство. Что бы ни было. Потому что тот, кто сохранил единство, сохранил мир и стабильность. Мир и стабильность – это безопасность. Безопасность – это есть ислам. Потому что ислам, он исходит из одного корня. Ассилим – мир. Когда мы друг друга приветствуем друг друга, мы приветствуем словами пожелания мира. Ассаламу алейкум. Ислам – это стабильность, мир, безопасность. И Аллах, субхану ва тааля, обращаясь к верующим, говорит: «Ва'тасиму бихаблиллахи ва ля тафарраку». Верующие, держитесь за ветвь Аллаха и не разделяйтесь. Не разделяйтесь на бедных, богатых с ненавистью. Не разделяйтесь на национальности, племена и роды. Түндүк-түштүк. Не разделяйтесь из-за зависти друг к другу, из-за поджамата, по тому, кто как молится, в намазе стоит, или какой к какому джамату относится. Не разделяйтесь, держитесь за ветвь Аллаха. Бывает сегодня мусульманская община, большая фитна, когда мы разделяемся по различным джаматам и ненавидим друг друга.
Когда мы все ахли сунна валь джамаа, мы все мусульмане, альхамдулилля, у нас одна кибля, у нас один пророк, одна книга. Тем более, я бы сказал, эти разногласия это для ученых ислама, для научной дискуссии, а не для ненависти среди простых верующих. Самое страшное, когда разногласия по вопросам фикха, юриспруденции, шариата, акида, да, ниспускаются для простых людей, которые просто верующие мусульмане, они начинают приводить аргументы, фатвы, далили, и друг друга обвинять, и друг друга обзывать и так далее. Это нужно тем, кто хочет добиться раскола, и чтобы мусульмане воевали с мусульманами. Мусульмане ненавидели мусульман. То, что сейчас происходит в некоторых странах на Ближнем и Среднем Востоке. И поэтому Аллах Субхану ва Тааля, обращаясь к мусульманам, он описывает и говорит: «Вата'аввану аля бирри ва таква, ва ля та'аввану аля исми валь удван». И соревнуйтесь, да, друг перед другом, помогайте друг другу в творении добра и богобоязненности. И не соревнуйтесь друг с другом в проявлении греха и вражды. Я просто приведу пример, то, что есть некоторые, которые, видя плохой пример на ком-то, они повторяют тоже, делая грех, а потом говоря, что «а что я?» Вот есть больше меня и лучше знающие, чем я, но они делают такие же грехи. То есть это заблуждение. Эти люди соревнуются не в хорошем, а в плохих делах, в грехе, да? Во вражде, в жестокости, да? Несправедливости. Ни в коем случае. Это не наша дорога, это путь заблуждения. Именно мусульмане друг с другом, они подталкивают и являются примером для творения благого. Говори благое или молчи. Говори благое или вообще молчи тогда лучше. И поэтому мы живем сегодня в век фитны. Знайте, что эти время написано нашим пророком Мухаммадом саллаллаху алейхи вассалям, как время испытаний, ибтиля валь имтихан, ибтиля, испытаний, имтихан, экзамен, да? Я имею в виду не просто жизнь сама, хаяту дунья, да? Но и понятие именно приближения к судному дню, к концу света. Это времена сильнейшей фитны. Что такое фитна? Мы все понимаем, что фитна это что-то, ну, спор, проблема, скандал, да, допустим, да? Но фитна на арабском, она переводится как испытание раз. Второе, как имущество. То есть аль-фитна, да, например, фитна для мусульман является ближайшей жизнью. Это имущество и дети, да? То есть испытание в детях, испытание в деньгах, в богатстве, это для мусульман это тоже фитна, да? А также неверие, куфр. Неверие это фитна, то же самое, да? И вот здесь подходящий термин, на который надо обратить внимание, это множество мнений. Это противоречивость, смутность, неясность, невозможность определить или отделить черное от белого, правду от лжи. И это хаос. Вот здесь вот я хотел обратить внимание, что время фитны, когда мы не можем определить истину от лжи. Вы все являетесь свидетелями. Я даже могу пример привести. Но один из последних примеров, когда, допустим, везде в сотке, в Инстаграме распространяется определенное видео, да? Потом выходит доказательство из источников, что это фейк, обман, специально сделанная новость, чтобы ввести в заблуждение. И она сделана вообще даже не в мусульманской стране. Это касается того, что происходит в Казахстане. Сейчас мы живем в век информации, информационных войн. А в информационных войнах есть такое понятие, как манипуляция. Манипулирование общественным сознанием через создание фейковой информации, да? Фейков. То есть это не существует, это миф придумано, да?
Но современные технологии позволяют снимать. Когда, допустим, бывает так, что снимают на площадках, допустим, Голливуда, снимают, вы видели, да, фильмы, которые, допустим, касаются древности, да, современные фильмы, исторические, то вы не отличите ни в чем. Или снимают, не выезжая в какую-то страну, на площадках Голливуда через декорацию можно один в один с точностью создать тот или иной город, что и сделали в Триполи, сделали Триполи и показали, допустим, это все было снято в киностудии. Но мы, смотрящие все, думаем, что это происходит именно в городе, на Арабском Востоке. На самом деле это все делается в одной из западных стран на киностудии. Для того, чтобы все мусульмане поднялись, чтобы начались фитны, чтобы началась смута. Да? Вот. И поэтому, когда идет раскол в обществе, самое страшное, потому что смысл фитны, ее конечная цель, это внести раскол, хаос внутри общества, внутри уммы. Да? Настроить враждебно друг к другу. То есть не отличать, что вы думали черное, что это белое, а белое это черное. Примерно так. И здесь Аллах Субхану ва Тааля говорит, обращаясь к нам, если такое происходит среди нас, Он обращается и приказывается, говорит, «Иннамаль му'минуна ихва». Поистине, «Иннамаль му'минуна», поистине верующие братья. Приказ «Фаслиху». «Фаслиху» – это приказ, форма «Амр». Аллах Та'ала приказывает «Фаслиху». Да? «Фаслиху байна ахавайкум». «Ваттакуллаха ла'аллакум турхамун». И примиряйте между вашими братьями. Примиряйте приказ. Приказ вам примирять между вашими братьями. Может быть, Аллах помилует вас, будет к вам милосерден. А что мы делаем? Мы не примиряем, мы, наоборот, усиливаем разногласия, да, иногда? У нас ненависть еще больше. Понимаете? То есть проблема в этом. И в Коране Аллах Субхану ва Тааля говорит, «Валь фитнату валь ашадду миналь катл». То есть фитна, смута, хуже, чем убийство. То есть здесь говорится о неверующих куфр, но также второй мы сюда можем использовать как в целом фитна, да? Вот. И в сурату Аль-Анфаль, в 25-м аяте, Аллах Субхану ва Тааля говорит, «Ваттаку фитнаталь ля тусибанна лядина заляму». И бойтесь фитны, смуты, беды, да, которая поразит вас, да? «Аллядина заляму минкум хассатам ва'ляму анна Аллаха шадидуль икаб». Бойтесь фитны, смуты, беды, испытания, которая поразит не только несправедливых, но и также праведных и грешных. Просто приведу пример. Некоторые думают, если начинается фитна, она не затронет меня, потому что я не касаюсь ничего, я отдалился, я не вмешиваюсь, я не говорю ни плохо, ни хорошо, я живу, читаю намаз, и мне ничего не надо. Но аят касается, что эта фитна затронет и праведных, и грешных. Когда в стране начинаются беспорядки, хаос, раскол, война, да, землетрясение даже просто, или потоп, то кто страдает? Страдает все население. И верующие, и неверующие, и грешные, и праведные. Когда бывает землетрясение, допустим, возьмите любую мусульманскую страну, где было землетрясение. Возьмите любую страну, где есть землетрясение, или любое испытание, да, куда приходит. Она касается как и праведных, так и грешных. Но почему Аллах Субхану ва Тааля иногда посылает навазиль? Навазиль, то есть испытание. Я так скажу.
Общество, в любом обществе, даже при пророке Мухаммаде, саллаллаху алейхи вассалям, в его общине, в его времена, и при 4 праведных халифах всегда были те, кто приступали, грешники. Правильно? В любом обществе всегда в истории есть те, кто грешат и кто делает плохо. Но Аллах наказывает те общества и своими же руками, ихними же руками, или посылает навазин, когда тот или иной грех или несправедливость становится узаконенной, и когда люди это принимают как нормальное явление. В нашем обществе есть определенные грехи, это нормально, они всегда были и есть в любом обществе. Но когда мы становимся равнодушными, все общество к этому греху, а иногда даже, как-то нам все равно, оно становится обычным, нормальным явлением. Убийство, педофилия, определенные выходы в общество, как бы сказать, митинги, да, нетрадиционных всяких, да, допустим, к примеру, если это для нас становится нормальной нормой, если зина для каждого человека является нормальным явлением, и мусульманам все равно, понимаете, то даже праведники, Аллах Та'ала наказывает это общество вместе с праведниками. И праведников за то, что они бросили амр биль маруф ва нахи аниль мункар. Понимаете? То есть не мы, не Аллах Субхану ва Тааля несправедлив к нам, а мы сами несправедливы к себе. Вот. И бойтесь фитны, когда она несет смуту, потому что ненависть, раскол, вражда внутри одного общества, народа, да, она ведет к погибели и гибели. То есть, я так скажу, что защита есть внутренняя и внешняя, да? То есть, какая же внутренняя защита, да? То есть, защита от внутренней фитны, да, и внешней фитны. В первую очередь, это гнев. Наш пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Атаанни миналлахи валь аджаляту минаш шайтан». То есть торопливость, да, медленность, потиху, как это, взвешенность от Аллаха Субхану ва Тааля, а торопливость от шайтана. То есть никогда нельзя принимать скоропалительных решений. Прежде чем что-то сказать, что-то сделать, нужно раз 7 отмерить, подумать, взвесить. Насколько? Потому что наши слова имеют последствия. Сказанное слово в гневе, даже талак, оно засчитывается. А не говоря уже, когда призывы какие-то, да? Или ненависть, или проклятие. Вот. Поэтому следить за языком. Говорите благое или молчите. И как сказал пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, 2 вещи, ведущие в ад, да? То, что находится между зубами, то, что между ногами. Да? Вот. То есть следить за языком. Язык наш, наши слова как меч. Он может разить людей. Он может представлять опасность для самого хозяина. Может представлять опасность для окружающих. Поэтому надо следить за языком, за гневом. Если есть гнев, лучше сесть. И помогает лечь, сделать дарат. И это касается именно фитны. Потому что наш пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, сказал об этом времени, время фитны, что стоящий будет лучше идущего, а сидячий лучше стоящего. А в понятии не присоединяйтесь к фитне. Если что-то начинается, не присоединяйтесь, не подумав, не взвесив, что это такое. А кому это нужно? А кто за этим стоит? А не используют ли нас как инструмент, как пушечное мясо?
А кто за этим, чьи интересы стоят? Не секрет, что есть силы, есть целые страны, у которых есть целые спецслужбы, которые используют такие технологии. Это есть такая технология, которая разработана, она называется, вы знаете, есть понятие мягкой силы, есть soft power, есть smart power. Smart – это умная сила, да? И в современных войнах, да, именно в современных войнах используются две эти силы. Soft power – это фейки, это информационная война, информация, это культура. А smart power – это определенные группы лиц, которые являются инструментом, и определенные стороны или лица ведут, достигают своих целей через эти группы. То есть они не воюют напрямую, они воюют руками этих групп. Современные технологии, они продвигаются, и, к сожалению, они умеют манипулировать. И чем безграмотнее мы, чем мы легко верим слепо, тем больше они испытывают нас и используют нас. Потому что Аллах Субхану ва Тааля дал помимо имана, помимо ихласа, это вера, это искренность, еще дал акл. Акл – это мозги, разум, чтобы мы критически мыслили, перепроверяли все, перепроверяли, смотрели, а кому это выгодно, а кто за этим стоит. Если мы сами своими руками разрушим нашу страну, то это невыгодно нашему народу, нам самим, нашим детям. Что мы оставим нашим детям? Кто за этим стоит? Значит, здесь что-то не так. То есть мы должны уметь мыслить. А для этого нужно образование, необходимо разбираться в информации. Поэтому следующее, конечно, это следить, то есть не судить и не принимать решения без конкретных фактов и доказательств, аргументов. Ни в коем случае нельзя. Нельзя обвинять кого-то, потому что очень много сейчас лжи, фейков, ложной информации с целью манипуляции, да? То есть обязательно надо делать дуа. Также просить Аллаха Субхану ва Тааля уберечь нас от фитны и от заблуждения. Почему? Некоторые говорят, ну мы же в исламе, что нам страшно? Именно когда мы 5 раз в день читаем намаз пятикратный, и мы читаем в каждом намазе суратуль Фатиха, в которой мы говорим, повторяем, это молитва, «Ихдинас сирата мустаким», «Веди нас по прямому пути». Ну, смысл, зачем нам это говорить? Мы же и так мусульмане, мы и так на прямом пути. «Веди нас по прямому пути». Не те, которые под гневом, и не те, которые блуждают. Потому что сегодня заблудиться, даже находясь внутри ислама, будучи мусульманином, очень легко. Заблудиться и уйти с дороги. Даже через такую вот фейковую информацию, в которой мы начинаем верить. Абу Хурейра, радиаллаху анху, передал о пророке, что пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, описывая, да, Ахира, сказал, прежде чем наступит Ахира, конец света, исчезнет наука, увеличится землетрясение, сократится время, возникнут раздоры, то есть фитна, раздоры, расколы, различные бунты, да, умножатся преступления, да, и насилие. Вот из всех здесь все, принципе, наука исчезает. Заметили? Постепенно падает образование, постепенно падает наука. Интеллигенция, даже то, что мы называем светской, практически не осталось. Идет все меньше и меньше. Идет процесс руризации городов, а не урбанизации. Раньше все приезжали в город, и урбанизация происходила, да? Образование. В каждом селе, в каждом районе была своя сельская интеллигенция. Сейчас интеллигенции практически вообще нет. Ни в Кыргызстане, и такие же процессы и в Казахстане, и в других странах, да?
падение интеллигенции, падение знаний, культуры. Заметили, с каждым разом, каждые 5 лет у нас все ниже и ниже и ниже становится, да? И уровень, да? Понимаете, уровень все меньше и меньше. Поэтому народ очень часто придумывает различные обидные названия, клички, да, некоторым, да, и так далее, потому что это уровень интеллекта у людей падает. Даже те, на которые вроде бы на виду. То есть увеличится землетрясение, то есть когда будет навозить. Это засуха туда входит. Это изменение климата. Да? Землетрясение – это, как бы сказать, изменение, да? Сотрясение, ну, это климатические, можно сказать, аномалии, да, будем называть их так. Вот. Сократится время. Времени нам не хватает. Аллах Та'ала забрал баракас времени. Вы чувствуете это? Когда то, что должно произойти за месяц, происходит за неделю. Неделя от джума до джума, да? Как будто день-два прошло. Вот. Возникнут раздоры, потому что начнется фитна, да? Умножится преступление и насилие. Преступление у нас так происходит, что мы привыкли уже. Мы когда читаем страшные преступления, нашли расчлененный труп, изнасилование, педофилия, там, убийство, да, и так далее. И это мы к этому привыкаем. Насколько это становится обыденным, да? Вот. И что здесь важно? Мы живем в конце времени, и важно не быть инструментом, не быть жертвой в плане того, чтобы нас не использовали. Понимаете? Другие силы, которые сегодня используют фейк, обман, манипулирование, да? И Аллах Субхану ва Тааля дал нам важную вещь. Аллах Та'ала говорит: «Я юхалладина аману, ин джаакум фасикун бин набаин фатабайяну ан тусибу каумам биджахалятин фатусбиху аля ма фаальтум надимин». Да? О вы, которые уверовали. Это обращение к нам всем, каждому из вас. О вы, которые уверовали. Если к вам придет фасик, то есть нечестивец, или тот, кого вы не доверяете, да? Или тот, в котором вы сомневаетесь, тот, кто делает на этом деньги, тот, кто занимается политтехнологиями, да? Там, понимаете, да? Вот. Бин набаи, с вестью, с информацией, да? Перепроверяйте или узнавайте, чтобы случайно, без знаний, да, по невежеству не поразить невиновных лиц, да, невиновный народ, и вы, если вы сделаете это, будете сожалеть о том, что вы сделали, чтобы не сожалеть то, что вы сделали. То есть вот это слово «табайя», да, оно означает не просто узнавать новость, да, а именно анализировать и перепроверять, да, то есть находить его первоисточник, кто сказал и так далее. Сегодня вот, если посмотреть, каждый день у нас пересылка, да, в Инстаграм, в WhatsApp, да, когда мы делимся материалами, видео и так далее, и потом только через 2-3 часа узнаем, что это фейк, что это сделано где-то в другой стране, что это на самом деле не так, что это так и так далее. Сейчас идет информационная война. Поэтому, конечно, опасайтесь слухов, опасайтесь различных непроверенных, да, допустим, непроверенной информации. Мы живем в век информации. Не будьте материалом для манипуляций. Идет большая война. Огромная война информационная, экономическая и другая. Сегодняшние современные войны – это не применение атомного оружия или танков. Это определенные, сами понимаете, локальные конфликты. Использование различных группировок, использование национального вопроса, границ, воды там, и так далее и тому подобное. Да? Сегодня идет борьба. Почему? Потому что открыто будем говорить, что это идет, сейчас идет процесс слома, или я бы сказал бы
изменения, полностью демонтажа существующей мировой системы или мирового глобального миропорядка. На место него придет новая система, новый мировой порядок. И, возможно, сегодня мир будут готовить к этому миропорядку. Сказано в хадисах о том, что придет, когда Даджал, он будет царить на земле, да? То есть он не войдет только в 3 города: Мекку, Медину и Кудс. Остальные, все люди за ним пойдут, и даже арабы за ним пойдут. «Валя арабу ашадду куфран». И арабы сильны в неверии, в Коране аят есть, да? Вот. Большая часть арабов будут в войсках, женщины и так далее. Все это будет как шествие, и города падут перед ним, да? Будет сильная фитна, да? Но после этого уже будет пришествие, второе пришествие Иса алейхиссалям и Махди, имам Махди. То есть все мы это являемся свидетелями. Но ни в коем случае не спешите делать выводы или еще какие-то моменты, потому что эту же информацию, которую я сказал вам, ее используют в других целях, чтобы манипулировать, чтобы настраивать друг против друга, сталкивать, разрушать. Нет, будьте осторожны, да? Всегда перепроверяйте информацию, подходите критически и аналитически, старайтесь трезво судить и думать.